Телекомпания АТВ продолжает работать в направлении по гражданской журналистике, в рубрике которой любой житель может поднять интересующую его проблему, прислав к нам на почту видео, фото или позвонив к нам на студийный номер 23939. В одном из таких звонков жительница города Камрад обратилась к нам с проблемой отсутствия специализированного транспорта в Камрадском реабилитационном центре «Фиданджик». Алло, здравствуйте. Я видела по вашему объявлению по бегущей строке о гражданской журналистике. И хотелось бы обратиться к вам за помощью от имени лиц города Камрада, жителей, у которых дети-инвалиды, и они нуждаются в помощи реабилитационного центра. Дело в том, что нашему реабилитационному центру города Камрад необходимы реамобили, чтобы перевозить именно на занятия детей, нуждающихся в помощи педагогов, которые там работают. Но куда бы ни обращалось руководство этого центра, везде был отказ. И поэтому мы уже не знаем, в какие инстанции обращаться, решили обратиться на телевидение за помощью. По словам директора реабилитационного центра Валентины Микотиной, на протяжении 10 лет работы центра так и никто и не откликнулся на просьбу посодействовать в приобретении транспорта. Даже к министру социальной защиты Республики Молдова обращались, однако безрезультатно. Я когда работаю, уже 10-й год работаю в реабилитационном центре, мы обращались во многие инстанции, ко всем руководителям обращались. Обращались мы также, когда еще Воронин работал, в Воронину обращались мы. Потом приезжала сюда госпожа Булига, мы тоже обращались, и она вроде как пообещала уже, а потом опять я написала госпоже Булиге, она сказала, что ответ получили письменный о том, что у вас есть свое руководство, обращайтесь к своему руководству. В реабилитационном центре «Фиданджик» на дневном стационаре пребывает около 15 детей с ограниченными возможностями. Каждый из них нуждается в специализированной помощи ортопедов, психологов, логопедов, педагогов. Весь комплекс услуг в полной мере дети могут получить только в центре. Но в тяжелые погодные условия им очень трудно добраться до реабилитационного центра. Очень сложно им передвигаться, особенно в зимний период. Именно такие дети, которым тяжело, и родителям, родители сами не могут, они живут в таких местностях, где сложно добираться, например, там грязь или слякоть в такое время года, или снег, и им есть и такие, которым далеко добираться до центра. Как подчеркнул замбашкана Валерий Яниоглу, к весне ожидается получение 3 специализированных автомобилей. В каждый район Гагаузии по одной такой машине. Пока на сегодняшний день нет финансовой возможности, чтобы каждый такой центр получил в собственность по одному автомобилю. Там не только в этом центре, у нас есть очень много людей, которые не могут передвигаться. И им сложно, в случае, если у них возникают другие проблемы со здоровьем, им сложно передвигаться в этих транспортных средствах. Поэтому мы обратились за помощью в выделении 3 машин такого типа. Нам обещали оказать поддержку. Рассчитываем, что в этом году где-то к весне у нас контакты в этом направлении будут более интенсивные. И, может быть, к лету у нас уже появится такая единица транспорта в каждом районе. К сожалению, на сегодняшний день отсутствие специализированного транспорта препятствует интеграции детей с ограниченными возможностями в общество и скорейшее решение транспортного вопроса не одному десятку детей.